Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, от Мухаммада, посланника Аллаха, Ираклию, императору Византийскому. Приветствие тем, кто следует по прямому пути. После этого я призываю вас принять ислам. Примите ислам, спасетесь. Аллах даст вам двойную награду. Если вы откажетесь от принятия, то вам грех, подобный фарисеям. Он говорит о новом пророке в Аравии, а этот вообразил себя Иоанном Крестителем, пришедшим к Ироду из пустыни. Окрасу патриарху Александрии. От Мухаммада, посланника Аллаха, Хасрову, императору Персии. Я призываю вас принять ислам. Примите ислам, спасетесь. Аллах даст вам двойную награду. Если вы откажетесь от принятия, то вам грех язычников. Ах ты, грубиян, пришедший из пустыни. Ты хочешь учить предводителя Персии, как ему поклоняться? Мухаммад, посланник Аллаха. Кто наделил его этой властью? Кто наделил его этой властью? Его послал Аллах милостью для всего человечества. Фильм Ко Интернешнл представляет «Послание». В главных ролях Хамза Абдулла Гаяс, Хинд Мунна Васиф и другие. Композитор Жан-Морис Жар. Оператор Жак Гильярд. Продюсер и режиссер Мустафа Аль-Аккад. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Если бы мы не спаслали этот Коран на гору, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. Миссию, которой устрашилась бы гора, Аллах возложил на пророка Мухаммада. Нет человека, подобного ему. Поэтому в фильме нет ни его голоса, ни его изображения, ни его тени. В VI веке нашей эры мир плыл во тьме. В это время в Мекке родился Мухаммад, сын Абдуллы. Мекка в то время была на перепутье караванов и торговли и являлась колыбелью обожествленных идолов, которых чтили арабы. В течение нескольких месяцев, в которые прекращались все войны, разногласия, конфликты и ссоры, принимали мирно пребывающих паломников. Их священники приносили жертвы для своих идолов, расположенных вокруг Каабы. Еще в свое время Каабу установил пророк Ибрагим для того, чтобы все верующие в единого Аллаха посещали ее. Потом язычники установили в ней 360 идолов, принадлежащих различным племенам. Племени Курайш принадлежало главенство в Мекке. В его состав входил и род Абду-Дарра, представители которого являлись богатыми торговцами, занимавшиеся скупкой всех идолов для реализации своих товаров в праздники. А род Хашима, предков Мухаммада,
занимался приемом гостей в Мекке. Господин Умейя? Идем. Здесь не хватает. Как? Я уже 5 лет оплачиваю этот долг. Разве ты не понимаешь? Проценты растут и растут. Твой? Он необходим мне для работы в поле. Это последнее, что у меня осталось. Осел не пойдет даже за половину. Мальчик. Мой сын. Как тебе базар сегодня, Умейр? Пока не разобрался. Но караваны прибывают один за другим. Боги в этом году из золота. Если будет соответствие между богами и торговлей, возрастут наши прибыли, Абу Суфьян. Я вижу, прибыл караван из Сирии. В этом году он прибыл рано, поэтому добавь еще 5 слуг для них. А сколько баранов резать? 70? Нет, 100. Пусть знают гостеприимство Мекки. И добавь 10 баранов для их руководителей. Кто научил людей? Кто научил людей тому, что богатство их восхваляет, когда они его раздают? А если дрожат над ним, то над ними смеются. А кто поможет нам, если мы будем в нужде? Конечно, это Абу Суфьян, вдохновитель. Он сын Харба, и он водит караваны куда пожелает. Ему везде почет. Он понимает поэзию и одаривает поэтов щедро. Шелк из Китая, госпожа. Приятен на ощупь. Наслаждение для глаз. Да, 7 метров. 20 динаров. Жены Абу Суфьяна? Возьмите за сколько пожелаете, госпожа. 15. Вот это хорошо. Это для богов, для их вечного пребывания. Абу Лахаб, что за человек там стоит? Унесите меня отсюда. Он лишил меня всего. Почему Мухаммад преследует нас? Почему? Бедняга, что-то случилось с племянником. Почему ты не остановишь его? Может, он изменится. Изменится? 40 лет? Не подобает человеку в расцвете сил уединяться от всех в пещере, выбирая голые горы вместо приятной мягкой постели при его возможностях. Он муж богатой женщины, Хадиджи. Он в состоянии получать все, что есть в Мекке.
Этот человек навлекает на себя гнев бога Узы. Манат — бог нашего благополучия. Лат — бог, дающий нам все. Убаль. Убаль предопределяет наши судьбы и ведет наши караваны. Подобно этому человеку, который себя обрек. Он отрицает божества перед народом. Это опасно. Ересь. Неверие. Бунт. Я боюсь за Мухаммада и за то, что исходит от него. Появляется у меня печаль при виде базара. Возможно, я уже его не увижу в следующем году. Абу Талиб! Абу Талиб! Абу Талиб! Не торопись, Зейд. Мухаммад спустился из пещеры Хира? Нет, я еще не видел его. Меня послала Хадиджа, думая, что он у вас. Может, он у Абу Бакра? Я там уже искал его. Да он в пещере. 3 дня? В этот раз он задерживается. Я беспокоюсь за него. Я не знаю, что это значит, но он смотрит на мир с глубокой ясностью из пещеры в горах. Читай во имя Господа твоего, который сотворил все сущее, сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь самый великодушный. Он научил посредством письменной трости, научил человека тому, чего тот не знал. Он оставался под покрывалом. Откровение сдавливало его. Он не мог поднять руки. Его била дрожь. При этом лоб его покрылся потом. Он говорил: «Зейд, что случилось с моим племянником Мухаммадом?» Он был один, размышлял в пещере, когда к нему вдруг пришел ангел и сказал ему: «Читай». Мухаммад ответил: «Я не умею читать». Сказал ангел еще раз и еще раз: «Читай». Ответил Мухаммад: «Я не умею читать». Тогда ангел сказал ему: «Читай за мной. Читай во имя твоего Господа, который сотворил все сущее, сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь самый великодушный. Он научил посредством письменной трости, научил человека тому, чего тот не знал». И прочитал Мухаммад эти аяты так, будто эти аяты были записаны в его сердце. И ушел Джабраиль. Джабраиль? Когда Мухаммад вышел из пещеры, он услышал крик с неба.
который провозгласил: Мухаммад, ты посланник Аллаха, а я Джабраиль. Вернувшись домой, он рассказал обо всем Хадидже. Радуйся, мой муж, крепись. Я клянусь и желаю, ты будешь пророком для этой нации. Кто знает об этом, Зейд? Первыми, кто узнал об этом, были Хадиджа, Али и Абу Бакр. А ты? Я его приемный сын. Берегись, если об этом узнают в Мекке. Напомни ему, что я вырастил его, и я его дядя. Я никогда не брошу его. Чего хочет Мухаммад своими призывами? Не знаю, но хотелось бы знать. Пещера, ангелы — это ересь. А что говорит Абу Суфьян? Он смотрит на это, как на проделки рода Хашима. Как это может быть ересью, если раньше уже было подобное? А в Мекке это ново. Разве Аллах не посылал Нуха, Мусу, Ису и других пророков? Мусаб, кто это? Джафар. Что у тебя в руке? Сура из Корана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Когда солнце будет скручено, когда падут звезды, когда горы сдвинутся с мест, когда верблюдицы в 10-м месяце беременности останутся без присмотра, когда дикие звери будут собраны, когда моря запылают, когда души объединятся, когда зарытую живьем спросят, за какой грех ее убили, когда свитки будут развернуты, когда небо будет сдернуто, когда ад будет разожжен, когда рай будет приближен, когда познает душа, что она принесла. Джафар, ты присутствовал, когда Аллах не спосылал эти слова? Он трясся под покрывалом. Его зубы стучали, он пытался остановить свою дрожь. Затем, придя в чувство, говорил: рассвет. Уходи ты, Аммар. Аммар, где ты был? Твоя мать не спала всю ночь, беспокоясь о тебе.
Где ты был? Прошу прощения, это мой грех. Этот Бог охранял нас всю жизнь. Но он не смог сохранить даже себя. Как ему можно поклоняться? Истинный Бог, тот, чей глаз достигает нас, а наш не достигает его. Амар, мы видим божества Каабы каждый день. Амар, ты прислушиваешься к людям, которые ведут тебя к гибели. Я прислушаюсь к Мухаммаду, мама. Мухаммад? Вся Мекка знает, что он честный и правдивый. Он, который раздает милостыню и жертвует последним. Он желает мира всем людям. Но я недоволен тем, что он ошибается в отношении истинности божества. Божества? Какие божества? Те, которые довольны тем, что люди умирают с голода, что богатые обманывают бедных, а сильные угнетают слабых и считают божествами тех, кто разрешает убивать отцам своих безгрешных, невинных дочерей? Ты считаешь божествами тех, которые не дают женщинам свободного выбора благородных мужчин? Ты желаешь, чтобы она жила так до смерти? Твоя мать не была недовольна, насколько я знаю. Вспомни, Ясер. Мы бы не были вместе, и ты бы не родился у нас, Амар. Мой отец был близок к тому, чтобы закопать меня, как он закопал мою сестру. Он не мог сделать этого, когда вспомнил, как он землей засыпал ее. Она взяла его палец и начала сосать его, будто это была грудь матери. И в этот момент отец не выдержал, и мне была подарена жизнь. Как принято, Сумейя. Да, это неверно, Ясир. И божества довольны этим. Они не заслуживают поклонения. Мне надо выполнить утреннюю молитву с Мухаммадом. Иди, сынок. Иди к Мухаммаду. Он человек благословенный. Два человека преследуют его. Читай, читай. Мухаммад не умеет ни писать, ни читать. Но он умеет разговаривать. Я тоже разговариваю. О чем говорит Мухаммад? Он говорит только то, что не спосылается ему из слов Аллаха. Какие слова и какой Аллах? Божества разговаривают. Мухаммад болтает. Он не упускает ни звука из того, что ниспослано ему. Затем диктует для записи, не изменяя ни единого слова Аллаха. Это и есть Коран. Мухаммад, посланник, углубился в мечты. Разве вы не говорите, что он получает известия из-под покрывала с закрытыми глазами? Да, но его сердце открыто. Ты пинайте его ногами, пока он не образумится. Нет, это не решение. Почему не поймет Мухаммад, что наша жизнь заключается в божествах Каабы? Мы хозяева Каабы. Каждый год к нам приходят караваны для паломничества в Каабе, а мы продаем им наш товар. Не так все просто, как ты думаешь, юноша.
Как мы можем променять 300 божеств на одного Бога, и то, которого мы не видим? Вы говорите, что он везде, в моем доме, в Таифе, в Ясребе, на Луне. Если это так, то почему паломники приходят в Мекку, хотя они могут поклоняться единому Богу, находясь везде? Божества курайшитов, поклонение и торговля. Аллах не является продаваемым и покупаемым товаром. Тебя научат плечи. Берегись и слушай, юноша. У меня вопрос. Я слышал, что этот невежда учит вас, что раб равен своему хозяину. Черный Белял, которого я купил за деньги, равен мне? Да. Так как он человек, сказал посланник Аллаха, люди равны, как зубья расчески. Да это ересь. Отпускать рабов ради их освобождения. Белял, научи этого юношу различать в Мекке господина и презренного раба. Дайте ему плетку. Бей его так, чтобы он не произнес после этого ни слова. Бей его, Белял. Бей его. Бей его. Бей его. Подчинись. Подчинись, Белял. Делай. Побереги себя. Вы видите, как развивается порча в Мекке? Дошла до наших рабов? Даже если раб считает себя человеком, он должен поклоняться только тому божеству, которому поклоняется его господин. Я владел твоей душой и телом, когда купил тебя. Белял, и я вылечу тебя. Един. Аллах един. Кто сильнее? Аллах един. Аллах един. Говори. Твой господин или единый Бог? Един. Един. Аллах един. 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 Вы еще не покончили с ним. Раб не кричит от боли. Он баламутит других рабов. Умея? Умея? Абу Бакр переплачивает 100 динаров за стоимость Беляла. Подожди. Подожди. Не в наших правилах продавать наказанного раба. Дай совершить сделку с хозяином. 200 динаров, Умейя. Абу Бакр? Это Мухаммад. Если мы будем продавать наших рабов, то на следующий год мы своими руками будем кормить наш скот. Возьми. Он мне не нужен.
Пока я жив, ты должен подчиняться мне. Не гневи своего отца. Значит, по-твоему, сестра, когда я распевал вины и слонялся по Мекке, отец был доволен мной? Не называй меня сестрой. Что это? Вы все мои дети. А ты? Я даю тебе все, что ты хочешь. Что тебе еще нужно? Мухаммад дал уверенность и спокойствие. Пусть убирается к своим отступникам. Если не ради себя, то хотя бы пожалей своего отца. Хузайфа, подожди, не торопись. Твой племянник ругает наши божества, обвиняет наших отцов в заблуждении и портит наших детей. Не торопись, Абу Хаккам. Если бы я знал, что он портит наших детей, то я бы не молчал. Если бы он был плохим, лучшая молодежь Мекки не следовала бы за ним. Что о нас скажут арабы? Молодежь руководит старейшинами. Скажи мне, Абу Талиб, разве небеса могут выбрать пророком простого человека, который ест, пьет и ходит на базар? Мы слишком много натерпелись от твоего племянника. Сегодня мы хотим предложить ему условие. Если он не примет его, то мы с ним и с тобой будем бороться, пока один из нас не победит. Если он хочет богатства, то мы сделаем его самым богатым. Если он хочет славы, то мы прославим его. Если же он хочет править, мы сделаем его царем. А если... Если он хочет власти, то мы отдадим ему ключи от Каабы. Только что ты слышал, что сказали курайшиты, племянник Мухаммад. Я думаю, что ты должен быть снисходительным ко мне и к себе и не вынуждать меня нести на старости лет непомерный груз. Как Мухаммад велик. Ему предложили все, что есть в этой жизни. Он сказал: «Дядя, клянусь Аллахом, если на правую руку мне положат солнце, а на левую луну, чтобы я оставил это дело, я не оставлю его. Либо Аллах провозгласит его, либо я умру за него». Посланнику Аллаха пришло знамение провозгласить его призыв открыто, чтобы слышал весь мир. Нет Бога, кроме Аллаха. Ему поклоняемся, только Ему, если даже против этого неверные. Нет Бога, кроме Аллаха. Мухаммад, посланник Его. Во имя Аллаха мы провозглашаем открыто наш призыв. Во имя Аллаха мы выходим из темноты к свету. Аллах велик, Аллах велик. Нет Бога, кроме Аллаха. Мухаммад, посланник Его. Аллах велик, Аллах велик.
Слышите, курайшиты? Неужели вы позволите низам Мекки, последователям Мухаммада, захватить святую Каабу? Нет, клянусь Хубалем, мы бросим их в огонь пламенный. Пламенный огонь! Пламенный огонь! Пламенный огонь! Аллах велик! Аллах велик! Нет Бога, кроме Аллаха. Мухаммад, посланник его. Жги! Защищайте посланника Аллаха. Да отсохнут руки Абу Лахаба, и сам он уже сгинул. Не помогло ему богатство, и он ничего не приобрел. Он попадет в пламенный огонь, жена его будет носить дрова, а на шее у нее будет плетеная веревка из пальмовых волокон. Вперед! Вон из Мекки! Вон из Мекки! Лгун! Колдун! Вон из Мекки! Вон из Мекки! Пусть видят все люди. Подходящий момент покончить с ними, Абу Суфьян. Их всего 30. Нет, только не у Каабы. Дабы не возвеличить их тем самым в глазах арабов. Они отгоняют нас от истины Аллаха, от дома Ибрахима. Аллах велик! Аллах велик! Пусть идут. Скажи, о неверующий, я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы, а вы не поклоняетесь тому, кому поклоняюсь я. Убирайся от Каабы. Остановите этого лжеца, который выдает себя за небесного посланника. Защищайте посланника Аллаха. Бойтесь Аллаха. Бойтесь Аллаха. Хамза! Хамза!
Какой храбрец, какой смелый Абу-Джахль. Когда ты имеешь дело с безоружными людьми, потому что они следуют за этим выдумщиком. Как вы можете так говорить, если вы ему не даете права высказаться? Мухаммед лжец. Дай сдачу, если осмелишься. У кого хватит смелости сразиться со мной? Я принял веру своего племянника. Что он говорит, то и я говорю. Ответьте мне теперь, кто может. Мухаммад, племянник, когда я скакал ночью по пустыне, я постиг, что Аллах выше, чем то, что Он поместил за 4 стенами. Кто мог подумать, что Хамза, любитель выпить и охотник на львов, войдет в религию Мухаммада? Только мы не мучаемся с ними, их силы продолжают расти. Откуда он берет свои слова? Не знаю, Хинд. Как неграмотный человек, достигший 40 лет, спустившийся с горы без знаний и без учителя, перещеголял красноречием курайшитских поэтов. Если бы его красноречие было пустым, но люди верят, что это действительно слова Аллаха. Как мы можем бороться с человеком, не зная секретов его силы? Мухаммад обещает еврейке вина и молока, поэтому они прислушиваются к нему. Тогда мы займемся теми, кто прислушивается к нему. Начнем со слабых последователей. Мама! Амар! Мама! Амар! Амар! Мама! Амар! Что, ты не хочешь врать со своим мужем? Сумея, нет. Мама! Оставьте ее! Ясер! 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 Нет, нет, нет! Иди с ними! Ведите его! Нет Бога, кроме Аллаха! Нет Бога, кроме Аллаха! Ты не хочешь упомянуть божество? Помяни Хубаля. Помяни Хубаля. Нет. Нет. Мама! 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 وأشهد أن محمدًا رسول الله. Хубаль! 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 Упомяни Хубаля. Упомяни Хубаля. И брось религию Мухаммада. Хубаль! Нет Бога, кроме Аллаха. Мухаммад, пророк его. Негодяйка! Негодяйка!
Призови своего единого Бога, чтобы он спас тебя. Выходите. Выходите, братья. Терпи, Амар, терпи. Сообщил пророк о твоих родителях. Он сказал: терпение семье Ясера, им обещан рай. Пришел посланник. О, посланник, как я могу теперь смотреть тебе в глаза? Я ругал тебя. Я упомянул их божество. Как? От пыток я потерял сознание. Они убили моих родителей на моих глазах. Они заставили меня ругать тебя, о посланник. Прости меня, Господи. Будь богобоязненным, Амар. Посланник сочувствует тебе, и у него льются слезы от жалости к тебе. Ты не будешь отвечать за то, что ты сказал, так как ты сказал это по принуждению. Аллах не возлагает на человека больше, чем он может. Вам не будет здесь покоя. Посланник велел вам покинуть Мекку, иначе они уничтожат вас поодиночке. Перебирайтесь в Абиссинию, там царь не угнетает никого. Уходите, не медлите.
Всадники, прячьтесь. Мы нашли их следы. Мы преследовали их. Но казалось, что кто-то нас водит по кругу, как они ушли от всадников. Пропали. Исчезли. Мухаммад остался в Мекке. Шли только слабые. Слабые или сильные, какая разница? Все равно они будут препятствовать нашей торговле с Абиссинией. Абиссиния? Амр. Правда ли, что их царь твой друг? Думаю, что друг. Ты сможешь воспользоваться этой дружбой? Я смогу вернуть беглецов. Тогда в Абиссинию. Сейчас мы увидим, как эти шеи будут униженно преклоняться. Разве вы не кланяетесь своему пророку? Мы не кланяемся никому, кроме Аллаха. Мухаммад говорит, что он раб и посланник Аллаха. Посланник Аллаха? Где знамение этому, Джафар? Он взошел на небо или ходит по воде? Или исцеляет больных? Или делает слепых зрячими? Или воскрешает мертвых? Где это знамение? Это верно. Не может быть пророка без знамения. Для того, чтобы люди знали, что он действительно посланник Аллаха. Знаменем Мухаммада является Коран. Слова, произнесенные неграмотными, это призыв к вере Аллаха? Это разве считается для царей доводом? Но я знаю, что Бог послал огонь к апостолам и дал им возможность говорить на многих языках, которые они не знали до этого. Но я спрашиваю, разве это может быть знаменем в наши дни? Я слышал достаточно. Ваш довод слабый. Мы пришли к тебе, чтобы спастись от мучений и угнетения. Мухаммад сказал нам, идите в Эфиопию, их царь не угнетает никого. То, что они называют угнетением, это их справедливое наказание.
Зачем послал вас Мухаммад ко мне? Потому что вы люди Писания, и ваша вера в Аллаха должна вам внушать защиту для нас. Вы видите, царь, их речь подобна миражу. Мне необходимо выслушать их доводы, мой друг. Царь, мы были темным народом, поклонялись идолам, которых своими руками делали из камня и дерева, ели мертвечину, развратничали, не признавали эмира, злословили о соседях, сильные притесняли слабых. Мы были в таком положении, пока Аллах не послал нам посланника из нас. Мы знаем его род и знаем его честность и добродетельность. Он призывает нас, чтобы мы поклонялись Аллаху, Ему единственному, и чтобы мы и наши отцы прекратили поклоняться камню и дереву. Вы клевещете на наших богов. Мы не поклоняемся камню и дереву. Мы поклоняемся Духу, который живет в них. Не может каждый поклоняться и понимать это так, как понимает Амр. Что повелевает вам ваша религия? Она повелевает нам поклоняться Аллаху, никого не брать Ему сотоварищи, быть верным, милосердным, соблюдать добрососедство, прекращать войны и кровопролитие, и запрещает нам разврат, лживые изречения, отбирать имущество сироты и клеветать на высоконравственных женщин. Нравственные женщины? А что говорится в вашей религии о женщинах? В нашей религии мужчины и женщины равны. Что принадлежит им, то принадлежит нам. Что может принадлежать им, если мы их покупаем, кормим, одеваем, чтобы они нам служили? Как ты можешь оскорблять женщину, которая носила тебя в чреве, испытывая тяготы и мучения? Затем вскармливала грудью, когда ты был младенцем, и проводила бессонные ночи. Амр, почему онемело твое великое божество? Его заставил замолчать их единственный Господь? Наш Господь. Господь всех людей. Господь Ибрахима, Мусы, Закарии, Яхьи и Исы. Мы не разделяем их. Кто вас научил всем этим именам? Коран, который ниспослан Мухаммаду. Мухаммад — сирота и пастух-овец. Христос был плотником в Назарее. Скажу вам честно, откровение Мухаммада и Иисуса из одного источника. Царь, они говорят недозволенные слова об Иисусе. А что они говорят о нем? Они говорят, что он раб, подобный всем людям. Скажи, что вы говорите об Иисусе? Мы говорим о нем только то, с чем пришел наш пророк Мухаммад. Он является посланником Аллаха, его словом, которое он послал Марьям. Спросите, кто родил Иисуса и как? Есть ли в вашем Коране что-нибудь о рождении Иисуса? Да. Если позволите, я прочитаю. Говори, что у тебя? Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Помяни в Писании Марьям. Вот она ушла от своей семьи на восток и укрылась от них за завесой. Мы же послали к ней нашего духа Джибриля, и он предстал перед ней в облике прекрасно сложенного человека. Она сказала: «Я прибегаю к Милостивому, чтобы он защитил меня от тебя, если только ты богобоязнен». Он сказал: «Воистину я послан твоим Господом, чтобы даровать тебе чистого мальчика». Она сказала: «Как у меня может быть мальчик, если меня не касался мужчина, и я не была блудницей?» Он сказал: «Вот так Господь твой сказал это,
для меня легко. Мы сделаем его знаменем для людей и милостью от нас. Это дело уже решено, сказал истину великий Аллах. Нет различия между нашими религиями больше, чем эта линия. Амр, клянусь, я не выдам вам их даже за горы золота. Иди, Джафар, с теми, кто с тобой. Живите на моей земле с миром до тех пор, пока Господь не разрешит вам вернуться. Это недопустимо! Недопустимо! Мухаммад лишил нас наших союзников среди чужеземцев, отделив его, род Хашима и всех, кто содействует им из курайшитов. Ничего не продавать Мухаммаду. Пусть никто не поддерживает его, не защищает его и не пускает к себе в дом. Не продавать и не давать ему пищи, не женить и не выдавать замуж за них. Выгонять их в горные ущелья, или пусть выходят из религии Мухаммада. Прошел год, затем другой. Мухаммад и его род терпел все трудности. Наступил третий год. Все эти страдания привели к тому, что умерла Хадиджа, и Абу Талиб смертельно заболел. Это был год печали. Ишам, Сухаль, что это значит? Мы хотим порвать этот листок. Это позор. Снимите этот листок. Никто из вас не является родственником Мухаммада. Этот договор вас не касается. Мы не желаем с вами воевать. Мы все пользуемся всеми благами, а часть нашего народа умирает в ущелье гор. Этот договор составили старейшины Мекки, и вы не имеете права трогать его. Возвращайтесь туда, откуда пришли. Вперед! Этот заговор был подготовлен ночью. Вы спрашивали знамение. Оно перед вами. Знамение совершила малюсенькая тварь Аллаха. Этот термит победил вас, унизил вашу гордыню, ударил по вашему самолюбию. Это все, что у вас осталось. Ваша жестокость, сила, гнет и все, что вы совершаете, не может достигнуть величия Аллаха. От вашего листка осталось всего одно слово. Во имя Тебя, о Аллах.
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, мы займемся деяниями, которые они совершили, и обратим их в развеянный прах. Старейшины Мекки, время и бедствие убедят вас. Прекрасно. Хамза, охотник на львов, стал охотником за насекомыми. Да. Сегодня и завтра, Хинд. Я прощаюсь с жизнью. Приближается мой час. Поэтому я вызвал вас, чтобы помирить вас с Мухаммадом. Я всегда хотел этого. Как? Он призывает нас к невозможному. Пусть хотя бы прекратит ругать наши божества. И пусть оставит нашу религию, а мы оставим его религию. Если он согласится на это, то мы будем прислушиваться к нему. Он просит только об одном. Готовы выполнить хоть 10 просьб. А если это касается единобожия, то тогда нет. Вы боитесь слушать его. Куда? 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 Разве есть город, подобный этому городу глухих и отрицающих? Растут беды. Вчера мы простились с Хадиджей, которая была для меня как мать. Сегодня с Абу Талибом. Не осталось у нас в Мекке ни опоры, ни защиты. Синан, посланник, хочет уйти из Мекки. Надо сделать это побыстрее. Он хочет уйти в Таиф. Таиф, где нет Абу Суфьяна, Абу Джахля и Абу Ляхаб. Мухаммад отправился в Таиф, второй по значению арабский город, и с ним его приемный сын Зайд, желая найти там убежище, которое он потерял в Мекке. Побойтесь Бога, люди! Побойтесь Бога! Побойтесь Бога! Ты христианин? Да. Дай этот виноград ему.
Кровь течет из ног его. Он обращается к Господу. О Аллах, Тебе я жалуюсь на недостаток силы, беспомощность и униженность среди людей. О милостивейший из милостивых! Ты Господь слабых и мой Господь. Так кому же Ты вверяешь меня? Далекому ли, который хмурится при виде меня? Или врагу, во власть которого Ты меня отдаешь? Это не волнует меня, если сам Ты на меня не гневаешься, но если Ты избавишь меня от этого, мне будет легче. Я прибегаю к свету лика Твоего, который тьму превращает в свет и дарует благополучие миру этому и последующему от гнева Твоего и Твоей ярости. Ведь нет силы и мощи ни у кого, кроме Тебя. Я советую вам покинуть Таиф. Не станет Таиф мирным городом. С таким злом, как сегодня, он еще не сталкивался. И ответил Аллах на просьбу своего пророка. В течение года группа паломников из Ясриба тайно приняла ислам. А на второй сезон хаджа незаметно для курайшитов съехались представители других, постоянно враждующих племен Аус и Хазрадж, чтобы присягнуть в том, что они будут помогать и поддерживать друг друга. Также они изъявили желание, чтобы пророк переселился к ним и избавился от постоянного преследования. Но присяга не будет действительной до тех пор, пока они не узнают, на что присягают. Не торопитесь, люди, ибо если вы присягнете, будете бороться со своими арабоязычниками. Вы присягаете на то, что иноплеменные верующие – ваши братья, а неверующие – враги, если даже они ваши родственники. Вы присягаете тому, что уничтожите ваших идолов из камней, разломаете ваших истуканов. Если вы выдержите все это, то присягайте. Если же боитесь за себя, то не присягайте. Мы клянемся тем, который послал тебя истинно, что мы будем защищать тебя так же, как мы защищаем себя, своих детей и свои семьи. На это мы присягаем посланнику Аллаха, и если кто нарушит присягу, то пусть пеняет на себя. Мы свидетельствуем Аллаху и его посланнику, что мы, племена Аус и Хазрадж, являемся ансарами. И присягаем посланнику Аллаха во всем слушаться его и подчиняться ему ради победы ислама, жертвуя собой, детьми и имуществом. А также будут открыты наши сердца и дома для мухаджиров, наших братьев по исламу. Настал день. Выходят мухаджиры из тьмы к свету группа за группой. И сердца их объединены одними словами: Бог един. Среди мухаджиров на пути Аллаха были такие известные сподвижники, как Усман ибн Аффан, Абдурахман ибн Ауф, Убайда ибн Джарах, Умар ибн Хаттаб и много других,
принявших ислам из элиты курайшитов, 70 или чуть больше последовавших по пути, им было суждено исправить ход времени и историю человечества. Но пророк не оставил Мекку до тех пор, пока не убедился, что все мухаджиры благополучно вышли из Мекки. Аллах велик. В день, когда пророк прибыл в Медину, началась история летоисчисления ислама, то есть со дня хиджры, переселения. Мухаммад стал нацией. Его приняла Медина. Присягнул и составил договор с ним твой народ, а ты спишь, Ибн Салюль. Вчера у тебя забрали власть, а ты, лежа в постели, мечтаешь о славе. Тебе не будет сладко, Абу Суфьян. Теперь и вы в его кулаке. Ваши караваны теперь должны будут передвигаться тайком, или вы должны будете получить разрешение новых хозяев Ясриба. А ты? Что ты делаешь? Я буду сидеть и выжидать в засаде. До каких пор? До тех пор, пока все арабы и вы не подниметесь и не уничтожите его, чтобы все было как прежде. А во время своего ожидания какую роль ты будешь играть? Я сделаю вид, что приму ислам. Или вы думаете, я оставлю свою родину? Ясрибу нужна жертва. Это же лицемерие. Да, Хинд. Лицемерие, но не принятие. Ибн Салюль сделает вид, что принял ислам, и будет марать свое лицо о землю 5 раз каждый день? Что-то мне не верится. Нет необходимости в этом. Если выгорит наше дело, Мухаммад будет убит. Иди сюда. Смотри, мы разработали план убийства Мухаммада. Из каждого племени мы возьмем юношу, и мой сын Икрима в их числе. Они одновременно ударят его и поделят его кровь между племенами. Это моя мысль. Я не думаю, что удастся остановить его дело. Останутся его призывы и слова. Мысль Абуль-Хакама разрешит дело. Навсегда. Нет. Али спал на его постели. Этот юноша жертвовал собой. С какими людьми мы воюем? Он не должен уйти. На все дороги, ведущие в пустыню, выставить дозор. 100 верблюдов тому, кто доставит Мухаммада живым или мертвым. Их 3. Абу Бакр, Мухаммад и их проводник Рувайкит, лучший знаток пустыни. Вперед! Почему вы преследуете его здесь? Ведь путь в Медину там. Здесь их следы. Они пошли по западной дороге? Это может быть. Я знаю свое дело.
Да, равных тебе нет. Говорят, ты преследуешь птиц по запаху. Ладно, идем с вами. Мухаммад, выходи. За это мы доставим тебя в Мекку живым. Осторожней, эти пещеры кишат змеями. Мухаммад, мы нашли тебя, выходи. Нет, его здесь нет. Паутина не разорвана. А голуби свили себе гнездо, его не могло быть здесь. Зачем мы углубились так далеко, только зря время потеряли. Восторжествовала сила Аллаха. Мухаммада отделяла от смерти тонкая нить паутины. Абу-Бакр, находившийся рядом с ним в пещере, затрясся от испуга за пророка и будущее ислама. А пророк успокаивал своего сподвижника, будучи уверенным в помощи Всевышнего. «Не расстраивайся, Аллах с нами». После пещеры предстояло несколько дней перехода в Медину по огненной пустыне. Там их с волнением и беспокойством ожидали мусульмане, в сердцах которых была боязнь за него. Ну что, есть новости? Пока ничего не видно. Мое сердце с ним и с Абу-Бакром. Что могла сделать с ними эта жара? Вот он, посланник Аллаха, посланник Аллаха. Аллах велик. Иди подальше от меня, чтобы мне не пришлось тебя освободить из-за его прибытия. Свет полной луны в ночи направил на нас лучи. Всем тем, кто в нелегком пути поможет дорогу найти. А свет твоих слов, о пророк, цель в жизни найти нам помог. Наш город открыт для тебя, и все мы, Аллаха любя, тебя защитим и спасем. В Медине
отныне твой дом. Добро пожаловать, посланник, в Медину. Добро пожаловать. Остановитесь у меня, посланник. Мой дом — один из лучших домов Ясриба и лучшее место для вашего пребывания. Ко мне в дом, посланник Аллаха! Ко мне! Ко мне! Ко мне! Жители Ясриба, ансары, пророк не желает выделять одного перед другими. Слушайте, люди, слушайте. Посланник Аллаха велел пустить верблюда, и где он остановится, там и построим дом пророка и мечеть. По благословению Аллаха! По благословению Аллаха! Это разумно. С выбором верблюда никто не будет спорить. Во имя Аллаха, здесь будет дом посланника. На этом месте построим первый дом, где будем поклоняться Аллаху. Посланник Аллаха носит на своем плече камни. Разве ему мало того, что они натерпелись при переходе? Вы отдыхайте, мы поработаем. Он хочет во что бы то ни стало работать. Он учит нас, что работа тоже есть поклонение. Такие тяжести в его возрасте. Ты что, моложе, что ли?
По воле Аллаха закончились твои бедствия. Как мы будем призывать к молитве? Голос верующего будет приглашать к намазу, как решили Умар ибн Хаттаб и группа мусульман, если согласится посланник. Пророк согласился. Да, голос человека. Ты, Билял. Я? Не колеблись, Билял. Это воля пророка. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Братья по вере, посланник сказал: мухаджиры и ансары, теперь вы братья и сестры друг другу. Пусть каждый мединеец обнимет с мухаджира, возьмет его своим братом и разделит с ним свое имущество. Обнимитесь, вы все братья. Не хватало мне еще с врагом делиться своим домом. Мухаммад назначил себя властелином. Как дела моего мальчика у них? Он усерден в намазе. Не обжег свои руки. Если не сжечь ее, она сожжет все наши дома. Он приказывает, запрещает, устанавливает законы. Он говорит, что подчинение исламу выше подчинения своему племени и роду. Что это? Верующие мусульмане, курайшиты и ясрибы, и кто следует за ними и молится вместе с ними, являются одной нацией. Не обманывайтесь этими словами. Он не в состоянии объединить племена арабов. Опасность исходит отсюда. Он знает, что говорит. Он сравнивает мусульман и людей Писанием. Прочти у него в документе то, что он говорит об иудеях, ясрибам. Для евреев своя религия, для мусульман своя. Также их покровители для них, и сами они для себя, кроме тех, которые угнетают и переступают. Посмотри, он представляет наследство женщине и дает ей право. Осталось ему дать право и верблюду. Он говорит, что в Коране написано, что нет животного на земле и птицы, летающей с помощью крыльев, которую не жили бы общиной, подобно вам. Мухаммад перевернул все, даже природу моего города. Проклятие. Он лишил нас, наших сыновей и дочерей. Он называет истиной, предопределяя наши судьбы. Хватит.
Это надо прекратить. Все, что осталось у мухаджиров в Мекке, все, что осталось у мухаджиров в Мекке, конфисковать. Их дома, верблюдов, пальмы, имущество вплоть до сыновей и дочерей. О, мухаджиры! О, мухаджиры! Слушайте новости из Мекки. У вас награблено все, что осталось у вас в Мекке. Не оставили ни одного, ни дирхама, ни динара. Товар Абу-Бакра продали. Не пожалели даже дом пророка. Продали все ваше и заполнили свои караваны. И все это безвозвратно. Вы не будете с ними воевать, чтобы вернуть свое имущество? Я что-то слышу о сражении? Или у вас есть другой выход? Клянусь, мы не будем воевать без повеления Аллаха и его посланника. Не пойми меня превратно, Хамза. Мы не стеснены вами, вы наши гости. Если у нас есть лепешка, то ее половина ваша. Идите по своим делам. Давай сражаться с ними, посланник. Да, клянусь, мы должны сражаться с ними. Они, которые угнетают нас, выгоняют нас из наших домов, а затем грабят их. Нет, клянусь, не будет сломлена истина и не восторжествует ложь. Мы идем под покровительством Аллаха. Под этим его знаменем мы непобедимы. Посланник Аллаха, я знаю, что ты призываешь к миру, но если мы их оставим, то мы потеряем уважение к себе на нашей земле. Посланник Аллаха, давай сражаться. Все, что принадлежало нам, все это они погрузили на свой караван, а их караван у нас под рукой. Мы отберем у них все, чего они нас лишили. Извините. Извините, что я повысил голос на ваше величие, посланник Аллаха. Но это гнев за Аллаха и за религию Аллаха. Давайте сражаться с ними, посланник Аллаха. Не будет сражения без разрешения Аллаха. Это Белял? Посмотри на солнце. Еще не наступило время намаза. Слушайте, что ниспослано посланнику из Корана.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, потому что с ними поступили несправедливо. Воистину, Аллах способен помочь им. Они были несправедливо изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили: «Наш Господь Аллах, истинно великого Аллаха». Аллах велик! Аллах велик! Аллах велик! Сабля Али. Первая сабля в исламе. Эй, мухаджиры и ансары! Помните заветы пророка о войне. Не причиняйте вреда старикам, женщинам, детям и больным. Не срезайте деревья. Не трогайте мирных жителей, сражайтесь с теми угнетателями, которые лишили вас вашего имущества. А теперь к колодцам Бадра. Курайшиты! Курайшиты! Берите свое оружие! Защищайте свое имущество! Мухаммад со своими людьми хочет напасть на ваш караван. Сколько их? 300 и несколько всадников. У нас будет 1200 всадников. Сколько у них верблюдов? 70. У нас будет 170. На 20 из них мы погрузим полные бочки вина и сделаем из этой войны праздник. Эта война, которую я ждал, будет концом для них. Война! Война! Скачи срочно к каравану и скажи Абу Суфьяну, чтобы он свернул к колодцам Бадра. Мы прибудем к нему.
Вышли курайшиты. Вышли курайшиты на встречу с мусульманами у колодца Бадра. Они просят, чтобы ты последовал к ним. Моя обязанность не подвергать бесспорной опасности огромное имущество Мекки. Я направлю караваны намного западнее от колодцев Бадра. Ты должен отправиться к Бадру, Абу Суфьян. И если я продолжу путь ночью, то утром я буду уже далеко от Мухаммада. И ты забыл о своем предназначении и о своем народе? Мое предназначение — это благополучная доставка каравана. Да, сегодня это мое предназначение. Мухаммад оккупировал колодцы Бадра. Он себя обрек. Сумасброд. Сумасброды всегда толкают себя в пропасть. Абу Суфьян увел караван далеко от Бадра. В таком случае караван в безопасности. И нам нет необходимости воевать. Не будем воевать? Зачем нам война против нашего народа, которая неизвестно, когда закончится? Ты говоришь о войне отца с сыном? Твой сын Хузайфа с ними? Этого отступника надо пороть. Мекка нам дороже. Твой истинный сын, Валид. Я против войны. Пусть меня считают трусом, но вы же знаете, что это не так. А я говорю, война. Это единственная наша возможность. Если мы упустим ее, то нам ее уже не вернуть. Война! 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 Вы закончили?
По местам! Быстрей, быстрей! По местам! Все по своим местам! Приготовиться к бою! Все по своим местам! Мухаммад засыпал колодцы. Нам нужно быстрее быть там. Не сходите со своих мест, пока вам не разрешат. Если на вас нападут, то отстреливайтесь из лука. Выходите на поединок, кто смелый. Кто это такие? Мухаммад, выведи к нам из нашего народа. Вернитесь. Мой брат Шайба, мой сын Валид и я. Не ходи. Убайда, я и Али. Посланник сказал: клянусь, кто сегодня в сражении встретит смерть грудью, а не спиной, пустит того Аллах в рай.
Мы ваши противники. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник. Аллах велик! Аллах велик! Аллах велик! Аллах велик! Аллах велик! Лучники, вперед! Стрелы! Приготовиться! Ли! 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 Назад! Они собираются. Вперед! Назад! Приготовиться к отражению! Умейя, я не спасусь, если ты спасешься. Умейя! Белял!
К победе! Посланник не желает связывать пленных. Нас бы они вообще убили. Мы должны следовать заветам посланника в отношении пленных. Не водите их связанными. Поделитесь с ними своими запасами. Кто умеет читать и писать, пусть научит 10 мусульман, затем освободите его. Почему они преследуют меня? Почему они преследуют меня? Потому что они бросают упрек в мой адрес. Почему я спасал имущество Мекки? Хватит! Хватит! Убирайтесь от меня! Хватит лаять! Нужно ли, чтобы кто-то напоминал мне о моем отце? Братья, дяде? Нужно ли, чтобы кто-то напоминал мне? Мухаммад. Али. Хамза. Хамза. Своими ногтями. Своими ногтями, рубящими шеи. Хамза! Я буду охотиться за тобой, охотник на львов. Ты умрешь. Я разорву тебя, убийца моего отца. Я разорву тебя, убийца моего брата. Я разорву тебя, убийца моего дяди. Когда ты умрешь, я буду пить твою кровь. Я буду пить твою кровь. Хватит воплей, Хинд, хватит воплей. Нет у нас времени на рыдание. Теперь мы позовем своих союзников и соберем против Мухаммада непобедимую армию.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Это Ясриб? Пустует без жителей. Каждый может протянуть руку и взять, что хочет. Это что? Это их новая религия? Никто не охраняет все лавки. Их Аллах охраняет. Откуда вы? Из Йемена. Проходили через Мекку. Зашли по пути. Останавливались там. Да. Там отдыхали наши верблюды. Мекка — самое лучшее место для отдыха верблюдов. Какие новости в пустыне? Не обрадую вас. Они собирают всю молодежь, которая может держать саблю, и привозят ее в Мекку, чтобы направить против вас. Наша сила скрыта здесь. Не пренебрегайте ими. Они собирают всю свою мощь. Во всех домах Мекки бьют барабаны. Где Халид? Не бойся. Завтра уже первый всадник сядет в седло. Продолжайте. Раб эфиопский. Его зовут Хищник. Имя по внешности.
Я освобожу тебя. Дам тебе серебра столько, сколько весишь ты. Один у тебя в шелка. За еще один такой же бросок. Наконец-то пришли. Вы узнали их численность? Армия большая, 3000. У них сотни всадников. Мы их победили в Бадре. Это было год назад. Они идут отомстить за Бадр. Идите, готовьте оружие. Омоем руки кровью нашего врага и смоем унижение на века. Род Абдуддары, вы и те, кто с вами, рубите вражьи головы мечами. И жены ваши, возжелав успеха, богатство поменяли на доспехи. А если б в ваших душах мир царил, то каждый бы из вас нам был бы мил. Любой из нас делил бы с вами кров. Но вы уже пролили нашу кровь. Так вот награда ваша, подлецы. Вы в этом мире больше не жильцы. Ты видишь его? Это твой день. Убада. Местонахождение этих всадников меня беспокоит. Их ведет Халид ибн Валид. Халид? Этот юноша доставлял много хлопот. Ты видел этих всадников? Да, но я не знаю, что за ними. Ничего. Пророк сказал поставить 50 лучших стрелков в засаду на горе, чтобы они прикрывали там тыл. Если они увидят, что мы сражаемся, то пусть не идут к нам на помощь. Если увидят, что мы собираем трофеи, то пусть не присоединяются к нам. Зайд, скажи пророку, что мы готовы. Да здравствует Хубаль! Да здравствует Хубаль! Что ты видишь, Хамза? Их численность больше, но наша вера сильнее. Мы смотрим на них, и они смотрят на нас, но они нам не страшны. Когда пророк приказывает нам разбить их, стрелы! Приготовиться! Вперед! Вперед!
Убит Хамза. Отплатим же за него. Стойте! Стойте! Оставайтесь на местах! Не бегите! Не бегите! Не бегите! Стойте! Курайшиты отступают. Вы видите их падение? Мы разбили их. Нет необходимости здесь оставаться. Трофеи принадлежат нам. Вы обязаны оставаться на местах. Не ослушайтесь посланника. Вы открываете правый тыл армии. Мы потерпели поражение, Халид. Сердце армии разбито. Еще нет. Где посланник? Я слышал, он погиб. Если он погиб, то поднимемся и умрем все, как он. Посланник не погиб, он сражается. Возвращайтесь! Пророк ранен! Возвращайтесь с ним в горы! Это твоя победа, Халид. Не совсем, Мухаммед там. Но мы им отомстили за Бадр. Мы победим, когда покончим с ним и с его религией. Если мы приблизимся к нему, он и его воины будут яростно сопротивляться, и мы потеряем много людей. Мухаммад, слышишь меня? Война переменчива. День за день
День вам, день нам. День печали и день радости. Да здравствует Хубаль! Посланник говорит, кто погиб из нас, он в раю. Кто погиб из вас, он в аду. Бог Узза с нами, он не с вами. Аллах наш покровитель, но не ваш. Хамза. Хамза, ты слышишь меня? Я Хинд, дочь Утбы. Тебе напомнить о твоих убийствах? Мой отец, брат, дядя. Разве достаточно для тебя одной смерти? Смерти мало для тебя. Хищник, распори его. Распори его. Я хочу его печень. Потерпели поражение. Оставили сабли и взялись за топоры. Да чего они глупы? Они идут против всякой логики. Они убеждены, что то, что с ними произошло, это только испытание Аллаха и веры в Него. Они воюют на пути Аллаха, как они говорят. Мекка является их целью. Они захватят ее, когда днем увидят звезды. Нельзя пренебрегать ими. Мекка для них больше, чем родина. В ней ниспослан Коран, и они собираются совершить хадж в этом году. Я не понял. Без оружия. Без оружия? Абу Суфьян покончит с ними прямо в пустыне. Они убеждены, что их вера в Аллаха спасет их. Я согласен с тобой. Может, теперь с ними покончат.
Оставайтесь на своих местах. Не пугайтесь их. Не двигайтесь. Мир тебе. К присяге. Пророк сказал, что тот, кто любит Аллаха, то пусть идет присягать под деревом. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом в Худайбии. Он знал, что у них в сердцах, и ниспослал им покой и вознаградил их близкой победой. Прибыл представитель другой стороны, Сухайль ибн Амр. Похоже, что они хотят примирения. Мухаммад, мы представили тебе условия для примирения между вами и курайшитами. Вы согласны с ними? Что это? Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Я не знаю этого. Напиши просто во имя Бога. На это примирение Мухаммад, посланник Аллаха. Если бы я свидетельствовал, что ты посланник Аллаха, я не воевал бы с тобой. Это не пойдет, пиши. На это примирение Мухаммад, сын Абдуллаха с Сухайлем, сыном Амра. Не правда ли так правильно и лучше? Мухаммад и его сподвижники вернутся из Мекки в свои дома. Мекка наш дом. В следующем году мы выйдем из Мекки, и вы войдете туда и будете там 3 дня. При этом сабли держите в ножнах. Если согласны, то мы заключим мир на 10 лет. Вы
Не нападайте на нас ночью и не изменяйте нам, а мы также по отношению к вам. Кто желает, может примкнуть к Мухаммаду, а кто желает, может примкнуть к курайшитам. Если вы отвергнете или причините вред кому-нибудь из нас или из наших союзников, договор будет расторгнут. 10 лет. 10 лет мира. Нам необходимо это время. Оно послужит нам. Это послание пророка императорам мира. Он призывает их к исламу. Хераклу, императору Римской империи. Хосро, императору Персии. Кокросу, императору Египта. Езжайте с благословением Аллаха. Ваша вера будет неполной до тех пор, пока один брат не будет любить для своего брата то, что любит для себя. Кто ложится в постель с полным животом, а его сосед голодный, он не мусульманин. Ислам освобождает нас от фанатизма и невежественной ярости. Аллах говорит: «О люди, воистину мы создали вас из мужчины и женщины, и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненный. Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «тьфу», не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком. Аллах говорит: скажи: о люди, вам явилась истина от вашего Господа. Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе, а кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе. И он сказал: тому, кто пожелал нивы последней жизни, мы увеличим его ниву. Тому же, кто пожелал нивы мирской жизни, мы дадим из нее, но ему не будет доли в последней жизни. Всевышний говорит: воистину Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя. Каждый должен нести ответственность за то, что ему доверили. Посланник сказал: каждый опекун и каждый ответственен за опекаемые им. Имам — опекун тех, кто следует за ним. Он ответственен за них. Мужчина — опекун своей семьи. Он ответственен за опекаемых им. Женщина — опекунья в доме своего мужа. Она ответственна за опекаемое ею. Слуга — опекун за имущество своего хозяина. Он ответственен за опекаемое им. Каждый опекун и каждый ответственен за опекаемое им.
Ты пришел еще раз, чтобы забрать меня? Я пришел просить вас, чтобы вы оставили меня у себя. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Его. Аллах простит мне мои походы против вас, посланник. Ничего, Халид. Ислам прощает, что было до него. Аллах наделил тебя, однако я вижу, что подстилка, на которой вы лежите, вызывает боль в вашем теле. Посланник, если вы позволите, то я расстелю свой халат. Посланник призывает нас быть воздержанными, Халид. Извините, тогда я дам вам, посланник, свои украшения. Если вы позволите, раздайте их бедным мусульманам. Халид, твой меч был одним из самых жестоких мечей для мусульман. Халид, он будет излеченным мечом Аллаха. Будет с помощью Аллаха. Все легко для Аллаха. Как, например, оживить мертвого. Он в силе превратить поражение в победу. Уже 2 года, как мы подписали примирительный договор в Худайбие, который является компромиссной уступкой для нас. Но сейчас мы видим, как в сердцах людей мы идем от одной победы к другой. Что это? Абу Суфьян! Абу Суфьян! Где Мухаммад? Посланник в мечети. Мухаммад, пусть твои люди не расторгают договор, заключенный в Худайбие. Я пришел исправить то, что испортили бедуины. Почему ты отворачиваешься от меня? Мухаммад, постой. Мухаммад, не уходи. Грабители караванов из бедуинов, это они расторгли договор. Почему вы взваливаете на меня их грехи? Я здесь ни при чем. Как вы можете утверждать, что это сделали мы? Ведь это случилось ночью. Эй, Бара, я в своем городе. Хузейфа, я твой близкий родственник. Выслушайте кто-нибудь меня. Абу Бакр, Умар, Али, почему вы не слушаете меня? Я старейшина курайшитов. Я Мекка. Я Абу Суфьян. Потому что ты нарушил договор. Абу Суфьян просит благосклонности, но все напрасно, потому что Абу Суфьян остался надменным и упрямым, так как ты отказываешься поклониться единому Аллаху. Я не знал, что ты так изменился.
Да, но только от безверия к вере. Ну, что сказать? Я проиграл мекканский пастух-овец. Или скажу, это действительно его религия, которая началась с мужчины, 2 мальчиков и женщины. Разве ты не видишь, что религия, которая произросла от этих 4, покровительствует могущественнейшему из нас? Тогда почему эта рука не выбрала выдающегося из нас? Торопись, здесь тебе никто не верит. Возвращайся в Мекку и скажи, ваши божества погибли. Бесполезно воевать с Аллахом. Племена прибывают одни за другими. К вечеру должно прибыть 10 000 людей. Наконец вернулся. Теперь мы можем воевать с ними. Укрепим дома, перекроем дороги. Ваши попытки тщетны. Сегодня у них уже 10 000 воинов. Трус. Мы умрем, но не пустим Мухаммада. Иди домой, Хинд. Трус. Ты ли старейшина Мекки? Посмотри на себя. Ты сломлен. Погибли мой отец, брат, дядя. Сдался мой муж. Дура. Мы не в состоянии противостоять им. Они все равно вернутся в Мекку. Наша армия останется здесь на ночь. Мекка. Я вижу ее даже сквозь горы. Мне кажется, что небо затворилось, а его звезды рассыпались на землю. Вид прекрасен и удивителен. Я чувствую, пахнет их хлебом. Может, они не придут воевать. Этого я сильно желал бы. Неисчислимое количество крови они могут пролить у крыльца своих домов. Мы их изгнали из Мекки, но они все равно вернутся, так как она в их сердцах. У нас еще есть шанс договориться. Отведите меня к нему. Ты пришел к нам сдать Мекку? Ты не разделишь со мной свой хлеб? Я понял. Значит, вы хотите воевать? Скажи, что тебя привело? Когда я увидел огни в палатках и людей вокруг них,
Я понял, какую силу ты вдохнул в них, Мухаммад. Теперь я согласен на то, чтобы... Ты что, снова собираешься ставить нам условия, Абу Суфьян? Абу Суфьян, когда твое сердце покорится истине, ниспосланной пророку? Некоторые сомнения одолевают мою голову. Отрубим голову, не будет и сомнений. Нет, Халид. Нет принуждений в религии. Некоторым людям нужны годы, некоторым достаточно и мгновения. Аллах выводит на прямой путь, кого пожелает. О, черный раб, ты подобен великим. Я только то, что дал мне мой Господь. Если бы в моих божествах было нечто, они не покинули бы меня. Поэтому я честно объявляю, без клятва преступления и без принуждения, что я свидетельствую, нет божества, кроме Аллаха, и ты, Мухаммад, посланник Аллаха. А сейчас я должен вернуться в Мекку. Заходите в свои дома. Мусульманская армия заходит в Мекку с 3 ворот. Заходите в свои дома. Заходите в свои дома. Мусульманская армия заходит в Мекку с 3 ворот. Аллах велик. Аллах велик. Аллах велик. Аллах велик. Аллах велик. Нет божества, кроме Аллаха. Аллах велик. Аллах велик. И вся хвала Аллаху. Аллах велик многократно, и хвала Аллаху многочисленна, и слава Аллаху и утром, и вечером. Нет Бога, кроме Аллаха, и Он един. Он выполнил свое обещание и помог победить своему рабу, и поддержал его войско, и заставил проиграть союзников неверных. Нет божества, кроме Аллаха, и мы не поклоняемся никому, кроме Него, если даже это и ненавистно неверующим. Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик. Нет божества, кроме Аллаха. Аллах велик, Аллах велик. И вся хвала Аллаху.
обходитесь сурово с мекканцами, мягко обращайтесь с ними. Не обращайтесь плохо ни с кем. Кто закрыл свою дверь, тот спасен. Кто зашел в дом к Абу Суфьяну, тот спасен. Кто зайдет в мечеть, он спасен. Он исполнил свое обещание. Они не ворвались ни в один дом. Он овладевает сердцами, а не стенами. Это и есть победа. Мне больно и стыдно встречать его. Мы должны выйти к людям, Хинд. Мы были в заблуждении. Да, мы были в заблуждении. Наши божества греховны, и они не стоят нашего внимания. Вон. Он приближается к Каабе. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Вот мы указали Аврааму на место Каабы. Ничего не приобщай ко мне в сотоварищи, и очищай мой дом для тех, кто совершает обход, выстаивает намазы, кланяется и падает ниц. Скажи, явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن Пришла помощь Аллаха и победа. Покорилась Мекка и ждала справедливого возмездия. Но пророк милосердно сказал им: «Идите, вы свободны». Приняла Мекка ислам, проявляя справедливость и милость, запрещая зло, непокорность и разврат. И пророк увидел, что он выполнил свою миссию и передал послание, и то, что он скоро вернется к Господу. Последний хадж месяца Зуль-Хиджа на 10-й год хиджры пророк на горе Арафат обратился к людям с проповедью: «О люди, послушайте меня. Поистине не знаю я, и не встречу я вас больше на этом месте после этого года. Поистине, жизнь ваша, имущество и честь должны быть столь же запретными и неприкосновенными для вас, сколь запретным является этот день в этом месяце, в этом городе. И когда вы встретитесь со своим Господом, Он спросит вас о ваших деяниях. Свидетельствуйте, что я вам передал. Если у кого-то осталось то, что было дано ему на хранение, то пусть отдаст это его владельцу. И запрещается ростовщичество. Не угнетайте и не будьте угнетаемыми. Разумейте мои слова, о люди, и Аллах свидетель, что я оставил вам то, что не даст вам сбиться с пути, если станете вы крепко держаться этого, книгу Аллаха. О люди, слушайте меня и разумейте, помните, что каждый мусульманин – брат мусульманину, и все мусульмане – братья, и разрешено вам по отношению друг к другу только лучшее. И не допускайте угнетения. О Аллах, донес ли я? После того, как пророк прочитал вместе с людьми 2-й и 3-й намазы, он прочитал последний аят из Корана, который был ниспослан ему. Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам. В это время пророку было 63 года. В понедельник, 12 числа месяца Раби Аль-Аваль 13-го года хиджры, Мухаммад, последний пророк, умер. Вся Мекка содрогалась. Никто не мог поверить, что человек, которого благословляет Аллах и ангелы, может охватить могилы этой земли. Но Мухаммад умер. Абу Бакр сказал, обращаясь к людям в мечети пророка: «О люди, кто поклонялся пророку Мухаммаду, то Мухаммад умер, а кто поклонялся Аллаху, то Аллах живой и не умирает». Закрыли святое тело и закопали его в мечети Медины. Но дух его остался, осталось послание, которое не умрет. Аллах велик. В свете послания продолжали идти сподвижники Мухаммада и последователи, призывая все человечество к тем же словам: «Мы не поклоняемся никому, кроме Аллаха, и не берем ничто ему в сотоварищи, и не берем друг друга себе в Господа, кроме Аллаха». Аллах велик. Мусульмане, которые состояли из маленькой группы, и человек, который начал в одиночку, стал нацией, и нация собрала всех людей под единым словом. О люди, воистину, мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненный.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر Послание. Продюсер и режиссер Мустафа Аль-Аккад. Фильм озвучен студией Сонатек по заказу Этнофильм Дистрибьюшн.